Без кого не обходится ни одно мероприятие в Якутии. Конечно же, это наши друзья. Люди, которые всегда помогают, приходят на помощь. Это медики, врачи, скорая помощь. Им большое спасибо. Работа у нас кипит, уважаемые. Работа кипит в том плане, что обращений достаточно много. Самбо, она очень травматичная. Дзюдо, самбо, тэквондо, они очень травматичны. Вольная борьба. Мы уже обслуживаем сегодня 6-й день вот триумфе, да, борьбу, самбо, капсагай. Обслуживаем те, которые обращаются, получившие увечья, какие-то ссадины, ушибы. Есть переломы, да, переломы есть. Сегодня переломы мы отправили, да. Ну, они же ведь дети, они идут на все, лишь бы победить. Медпункты организованы во всех местах проживания делегаций международных игр. Задача врача – не запретить спортсмену заниматься, а постоянно следить за состоянием его здоровья, своевременно оказывать квалифицированную медицинскую помощь и создавать условия для скорейшего его восстановления. Вот 6-й раз я обслуживаю международные игры «Дети Азии». Ничего себе. Все время у меня это вольную борьбу, самбо, дзюдо, тэквондо. Самые травмоопасные. Да, самые травмоопасные. Ну, бывает на ковре это кровотечение носовое, всякие ушибы. Вчера было, например, ушиб головы. Ну и ушиб лица было, там переломы были еще. Помогает, очень помогает. Они каждый день с утра до вечера тут они. Мы тут провели и вольную борьбу, и женскую, мужскую, как говорится. Ну и сурдоолимпийские спортсмены тоже боролись. Сегодня у нас поставили вот это травматолог закрытый перелом лучевой кости, но по вопросам мы доставили в центры медицины. Работа врачей на первый взгляд рутинна, но они почти каждый день оказываются в стрессовой ситуации, а порой и совершают подвиги. Желаю, конечно, спортсменам, чтобы они боролись как надо, не получили увечья. А нашим зрителям зрелище. Желаю удачи, спортивных достижений. Главное, всем было здоровье. Чтобы наше население было здоровое, чтобы скорую пореже вызывали, не болели, самое главное.